Значит, мы, взрослые, что-то создали. Он единственный мэр, который был еще спикером городского парламента. И ты хочешь, чтобы через 5 минут скорая приехала? Родилась и выросла в Нарыне, в многодетной семье. Нас 11 человек. Мама работала всю жизнь мамой. Папа обыкновенный партийный функционер. Быть членом многодетной семьи – это очень ответственно, это очень, с одной стороны, радостно, а с другой стороны, вот как-то ты точно знаешь, что такое ответственность в многодетной семье, и ты вот эту вот ответственность потом проносишь всю свою жизнь. Наш сынок еще подрастет, повзрослеет. В принципе, он уже принял решение. Говорит, мама говорит, когда мне исполнится 16 или 17 лет, я тебе разрешу взять чужого ребенка как приемный. То есть у меня какая-то индульгенция уже выдана. Мы все смотрели Гарри Поттера. Там есть такие непреложные обеты и так далее. Вот для меня есть такое непреложные истины. Совершенно невыносимо, недопустимо, когда ребенок плачет. Ребенок плачет обычно от боли. Значит, мы, взрослые, что-то создали. Для него почему-то он плачет. Детские слезы – это совершенно невыносимый для меня признак, что что-то не так. Высокая степень тревожности, потому что ты следишь за настроением очень большого количества людей и смотришь, кто как отреагирует на те или иные явления, события. Просто съесть какие-нибудь шакалы, волки, но тем не менее тяга к знанию, которую ему подарила его мама, моя бабушка, которую я не видела, оказалась настолько высокой. Поэтому в самые сложные минуты я просто закрывала глаза и просто представляла, как в 5 утра папа идет пешком учиться. Если сделать экскурс, это формально я работала с 3 мэрами, но моя первая работа была с Джумабеком Ибраимовым. В 1993 году Джумабек Ибраимов остался в памяти как человек, который согласился на предложение сделать и выставки, сделать еженедельное обращение к горожанам. Очень было интересно работать с Феликсом Куловым. Он первый мэр, который согласился сварить глинтвейн, и разливали его первый раз, когда была открыта аллея художников. Мы убедили его, что наши уличные художники нуждаются в крыше. Скуанкинишич Кулматов очень, с моей точки зрения, был очень хорошим мэром, потому что он первый решился на системные преобразования. Но он не смог победить саму систему. Албек Савербекович практически просто вот взял и растерял все, что начал делать Кулматов. И очень большая признательность Суракматову, что благодаря его такой, знаете, двойственной позиции, потому что он сам, выходец из мэрии, работал завотделом, он был депутатом городского Кенеша, он единственный мэр, который был еще спикером городского парламента. То есть он максимально понимал, где лежат, например, средства для развития. Для меня реформатор-мэр это будет тот человек, который заставит всех чиновников пересесть со своих личных машин, личных в том числе машин, в автобусы, троллейбусы и маршрутки, который будет ходить пешком с утра до вечера. В тот день, когда президент проедет без никакого кортежа, он с нами вместе постоит на любом перекрестке, он увидит, в каком разбитом состоянии находятся наши тротуары, и миллион людей ходят пешком, потому что в городе официально живет 1 миллион, неофициально 1,5 миллиона 700, зарегистрировано 420 тысяч машин. Это обозначает, что 500 тысяч ездят на машинах, а 1,5 миллиона ходит пешком. Где очень в пародийной форме рассказывается про мэра города Нью-Йорка. Представляешь, они его называют ангелом. То есть люди, которые строят парки,
парки, их называют ангелами. Ну, слушайте, это абсолютная правда. Просто представьте, если каждые 2 года в нашем городе будет появляться 50 гектаров леса, будущего леса, скверов, насаждений, общественных пространств, значит, в этом городе хочется жить. История с парком Дружбы, нынче с парком Ататурка, она была очень серьезным звонком, очень серьезным звоночком. Ну, где это видано, чтобы Белый дом лично руководил этим обстоятельством, когда государство в лице муниципалитета послушно выполнило заказ, просто выполнило заказ, оттяпали кусок старейшего парка в городе и раздали его кому? Сами себе. Извините меня, пожалуйста. Кто получил землю в парке Дружбы Ататурк? Пожалуйста, эти сведения сейчас в открытом доступе. Тем не менее, участок земли есть у отца Куан Кенишевича Кулматова? Кениша Нурматовича? Есть. У Сооронбая Шариповича есть участок земли, который был выделен Ататурке? Есть. Все очень просто, понимаете? И эти люди все равно продолжали руководить и нами, и городом, и страной. То есть ни у кого из них ни на секунду не возникло желания публично отказаться от куска парковой земли и тем самым задать образец, что нельзя строить в парке. Тот, кто захватывал землю, обычно говорит так: дайте мне землю, мне больше ничего не надо. Потом человек строит дом. Нет, говорит, дайте мне теперь дорогу, дайте мне теперь школу, дайте мне свет, дайте канализацию. И вот так вот бесконечная система взаимообмана, она не решила главную проблему, она не решила проблему развития Бишкека как города. У нас есть 2 жилмассива, которые расположены на скотомогильниках. Там в любой момент может вспыхнуть эпидемия. Кому это интересно? Это никому не интересно, от выборов до выборов. Но предлагали уговорить Суракматова выделить землю под бизнес-центр, и предлагали там прям вот какую-то квадратуру, что мы тебе подарим. На мое предложение «идите участвуйте в аукцион», эти люди исчезли. Есть такое понятие «скорость прохождения сигнала». Скорость прохождения сигналов. Вот. На простом примере. Ты звонишь 103, и ты хочешь, чтобы через 5 минут скорая приехала. То есть это высочайшая скорость прохождения сигналов, когда есть зов о помощи. Точно так же хочется, чтобы работала любая городская структура. Пришла бабушка платить за воду. Пусть сразу же компьютер выдает или идешка за окошком выдает. И вот эта вот скорость. Город дружелюбный к жителям и гостям. Это все, что связано с туристической инфраструктурой. То есть у нас даже указатели неправильно сделаны, уличная мебель у нас никакая, у нас вывески страшные. Даже в соцсетях, да, приезжает турист в город, и куда его везти? Подальше от Бишкека, подальше. Вон в Супару отвезите, на Исыкуль отвезите или куда-нибудь. А в городе куда его везти? То есть у нас есть безумный музей, который никак не может открыться. У нас биологический музей есть? Нету. При таком шикарном наследии, которое у нас есть до сих пор его нету. Вместо прекрасного этнопарка у нас есть бетонный могильник Манас Сайыл. Столица государства она должна быть привлекательней, она должна быть гостеприимной. Вот знаете, вот как про фильмах Человека-паука, она должна быть дружелюбной. В первую очередь к самим жителям, которые там живут. Бродячие животные – это такая же проблема, как огромное количество сигаретных окурков и пакетов и масок, которые летают по всему городу. Кто-то себе позволяет не донести мусор до мусорки. Точно так же кто-то себе позволяет выбросить
щеночка, котенка на улицу, потому что он становится ненужным. Не надо отстреливать, это негуманно, это совершенно негуманно. Вообще право на жизнь — это очень серьезное право, это фундаментальное право. Никому не дано лишать жизни, если ты не создатель этой жизни. Угрожали очень понятные люди, абсолютно понятные люди, которые сейчас получили уже какие-то назначения и даже уже работают где-то начальниками какой-то структуры в мэрии, которые просто вот подходили, прям на улице подходили и говорили, там, замолчи, замолчи, мы знаем, где ты живешь, мы знаем, что ты... И вообще просто сначала угрожали, тебя скоро не будет в мэрии, потом уже подходили, угрожали открыто, ты либо замолчи, либо мы тебя замолчим. На работу иду, ну там какая-то подработка у меня, потом меня парень, молодой человек, останавливает какой-то и ударил по лицу. И ничего не сделала, не знала, что делать, и прибежала к своим коллегам, побежали искать. Милиция, кстати, нашла, выяснилось, что это просто наркоман. Был только один раз очень странный случай, когда выкрали коляску нашего сына, вскрыли нашу машину, пугали. Ну, потом, ну и что? Было очень много возможностей уехать, но нет, однозначно нет, потому что, если бы меня волновала бы проблема выживания, то уехала бы давно. А сейчас я очень много могу, наоборот, сделать для страны, поэтому лично не уеду. Другой вопрос, там, дать образование ребенку и дать его мечту, она связана с футболом, это вот как проект лежит. Вы знаете, Матраимовы — это же не только отдельная фамилия. Матраимы — это целая культура. И для того, чтобы победить культуру, матраимовскую культуру, нужно быстро выращивать в интенсивных условиях совершенно другую культуру. У нас очень мало культурной среды. Потому что Раим Матраимов, он не возник ниоткуда. Раим — это достойный наследник системы, которую создали Акаевы. То есть это был всем известный кошелек Малабаев, который вдруг стал сейчас Матраимовым. Твиттер сейчас своего рода буферная зона свободы. Это буфер для свободы. Поэтому пусть он остается такой, как он сейчас есть. И, конечно, это другая соцсеть, которая просто, вот, знаете, должна исполнять роль вот такого вот маленького раздражителя. Ну, во-первых, нам давным-давно пора избавиться от огромной кучи никому не нужных бумажек. Слушайте, кому нужны эти все звания, кому нужны вот эти вот все бумажки, которым они так красиво друг друга награждают? Это ерунда какая-то, просто полная ерунда. На месте Курала и Кайрата не стала бы дожидаться, пока меня будут чего-то лишать, я просто их выкинула бы. И благо, что таких бумажек у меня нету. Моя биография не запачкана этими бумажками, я очень счастливый человек. Министерство культуры сейчас должно, условно говоря, бороться за библиотеки, которые депутаты всех мастей хотят отобрать, потому что они находятся в очень лакомых кусочках и в селах, и в городах, и в Бишкеке. На них началась охота, и вместо того, чтобы увеличивать количество музыкальных школ по всей стране, да, музыкальные школы — это единственное сокровище, которое у нас есть, где могут учиться наши дети на 100 сомов в месяц, грубо говоря. Оно должно бороться за это, вместо этого оно лишает каких-то званий. Слушайте, хочется сказать, такой Минкульт, ты просто убейся. Сила — это ресурс, которым нужно очень аккуратно пользоваться. Сила — это жизнь. Как ты ею распорядишься, так она и повернется.